Так что для первого поединка, я думаю, позвольте турнир, представить вам зрителям этот бой понравился. наших специальных гостей. Да, ну что ж, едем дальше. Бой номер 2. Ждем появления спортсменов. Года. Здесь чемпион будет мира российско-киргизское и противостояние. чемпион Европы по тяжелой Давайте атлетике знакомиться с участниками. Каныбек Осмоналиев. Видимо, полный зал. Спорта СССР. Зрители не обошли своим вниманием данный турнир. Это вполне объяснимо, естественно, потому что в Киргизии любят спорт, и любят именно единоборство. Не только бои смешанного стиля, потому что мы прекрасно знаем, что в Киргизии очень хорошо развита борьба, вольная борьба, греко-римская борьба. Также есть очень сильные киргизские боксеры, кикбоксеры, которые выступают на национальных турнирах, в том числе и в Москве, в России, в различных промоушенах. Ну что ж, и следующий поединок будет проходить в рамках среднего веса. Это категория 84 килограмма. Боец из России Рамазан Мухтаров против бойца из Киргизии Эдилбека Шакирмаматова. Рамазан Мухтаров, ему 21 год, представляет бойцовский клуб «Скорпион». Кандидат в мастера спорта по К1, мастер спорта России по ММА, двукратный чемпион Дагестана по ММА, чемпион Москвы по тайскому боксу. Ему 21 год, как я уже сказал, молодой парень, рост 1,80 м. То есть базовый ударник перед нами, дорогие друзья. А это гарантирует нам как минимум попытки показать зрелищный бой в стойке, навязать свою манеру ведения боя, да, то есть кандидат в мастера спорта по К1 и чемпион Москвы по тайскому боксу. Я думаю, что звание кандидата также у Рамазана Мухтарова по этому виду единоборств есть. То есть это хорошие ноги, это хорошие колени, это хорошие лоу-кики, хорошие руки. Не знаю, как насчет борьбы, но я так думаю, что просто так двукратным чемпионом Дагестана по ММА И мастером спорта по ММА. да, не становится, конечно же. Так что наверняка уж, по крайней мере, у Рамазана Мухтарова есть навыки борьбы и, самое главное, защиты от переводов, защиты от прохода в ноги, от прохода в корпус. Но это мы уже с вами увидим, что называется, по ходу пьесы. Достаточно молодой боец, возраст всего 21 год. И еще раз хочу сказать, вот на таком турнире, как GFC, есть возможность себя показать. Турнир достаточно серьезный, достаточно крупный, и я думаю, многие обратят внимание на тех бойцов, которые ярко будут выступать на данном турнире. Соперник Рамазана Мухтарова, вашему вниманию, еще раз напоминаю, это Эдилбек Шакирмаматов. Ему 22 года, его рост 1,82 м, представляет бойцовский клуб Хан Манас. Финалист чемпионата Киргизстана по боевому самбо текущего 2016 года. То есть здесь мы имеем дело с бойцом более универсальным с точки зрения ММА. То есть наверняка человек имеет представление о борьбе, об ударной технике. Может быть, она у него будет не на таком высоком уровне, как у Рамазана Мухтарова, но у Эдилбека Шакирмаматова есть и другие козыри. Да, это прежде всего борьба, это партер. Поэтому здесь с точки зрения именно бойца ММА, может быть, Эдилбек Шакирмаматов будет неким фаворитом. Да, но опять, это весьма и весьма условно, друзья, подчеркиваю. Да, многие волнуются, и все тоже многое зависит от того, как ты настраиваешься на свой поединок. Мне понравился в первом поединке, как отработал Авазбек Жарабеков, и у нас была дискуссия небольшая, мы пытались понять, почему не пытается досрочно закончить поединок боец из Киргизии. Я прекрасно понимаю стиль Жарабекова, и он правильно все сделал, он не стал просто рисковать, он сделал то, что у него хорошо получалось. Вот посмотрим, смогут ли данные бойцы сделать то, что у них хорошо получается, да, и как они себя будут вести друг против друга. Год, рост 180 сантиметров, вес 84,5 килограмма.
Кандидат в мастера спорта по К1 и мастер спорта по ММА. Двукратный чемпион Дагестана по смешанным единоборствам и чемпион Москвы по тайскому боксу. Представляющий бойцовский клуб «Скорпион». Из Дагестана, Россия, Рамазан Лев Арквани Мухтаров. А вот и его соперник в красном углу клетки. Бойцу 22 года, рост 182 сантиметра, вес точно такой же 84,5 килограмма. Финалист чемпионата Кыргызстана по боевому самбо 2016, представляющий бойцовский клуб «Хан Манас» из Бишкека, Кыргызстан, Эдилбек Шакир Маматов. Рефери поединка Марат Суров. Итак, мы видим, что спортсмены практически равны с точки зрения возраста, с точки зрения антропометрии. Позвоночник, пах запрещено. Немного разнят их базовые виды единоборств. Так что Вы поняли меня? Пожалуйста. По углам. Еще раз напомнить хочется: 3 раунда по 5 минут регламент данного поединка, вообще данного турнира, всех боев. И это весовая категория до 84 килограмм. Первый раунд. сразу же занимает центр октагона Эдилбек Шакир Маматов. Попытка пробить быстрый внутренний лоу-кик от Мухтарова. Еще один хороший Попадает, лоу-кик, да, сбивает с ног он Эдилбека. Еще один. И попытка перевести бой в партер от Рамазана Мухтарова, вот чего мы не ожидали, прочитав его регалии, что является чемпионом Москвы по тайскому боксу. И достаточно успешно он это сделал. Находится сверху. Ну и похоже, что Эдилбек Шакир Маматов тоже этого не ожидал. Не ожидал, подобного да, он сам прохода пытался. Но посмотрим, как снизу будет работать боец из Киргизии. Так, давайте посмотрим, что он задумал. Ну, судя по его скручиванию, это была попытка выйти на Кимуру. Да, так и есть. Тащит руку на узел плеча боец из Киргизии. И, в общем-то, Продолжает работать. Мы видим, что очень грамотно работает в грэпплинге. Моментально выхватил руку. Продолжает вытягивать болевой прием. Мы увидим и сейчас уже... может быть рычаг локтя. Да, так оно и есть. И посмотрите, не сдается пока Рамазан Мухтаров даже ценой травмы. Мы видим, всеми силами пытается выполнить болевой прием Шакир Маматов. И Ой, как все, всё, да. ну и что мы скажем? Ну что мы скажем? Здесь, в общем-то, Рамазан Мухтаров начал заниматься не своим делом, объективно говоря, потому что он пошел бороться с представителем боевого самбо, хотя уже начал вроде бы неплохо в стойке разбивать соперника. И Эдилбек Шакир Маматов ничуть не смутился тому обстоятельству, что оказался на спине, сразу же забрал руку на узел плеча, пытался